Доброе утро! Начинайте новый день вместе с «Утро Якутии». Просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». В это утро в студии мы, Полина Долинская и Павел Танин. И вот о чем сегодня мы поговорим в течение нашего эфира. В преддверии Международного дня музеев сегодня в Якутском государственном музее имени Ярославского стартуют экскурсии по Дубель-шлюпке «Якутск», где посетители могут узнать о судьбе исторического судна, построенного в Якутске в XVIII веке. А также сегодня мы расскажем о семье Аракчеевых, которые живут в Нерюнгри более 30 лет, и более того, их семья – это династия спасателей. Совсем недавно мы отметили 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Все мало остается ветеранов, участников войны. Но есть документальные хроники, воспоминания очевидцев тех лет. И мы теперь только из них можем узнать, как и благодаря чему далась нам эта победа. А что такое сказкотерапия, кому она нужна и как находит свое вдохновение наш герой, плотник по профессии Константин Соколов, который пишет детские сказки, мы узнаем в течение нашего эфира. Напоминаем, что работаем в прямом эфире, всегда рады обратной связи. И напоминаем, что телеграм-канал, который вы видите на своих экранах, актуальный. Подписывайтесь, узнавайте последние интересные новости, ну и, конечно же, следите за розыгрышами. А прямо сейчас мы узнаем, какая погода за окном. По данным на 6 часов утра, температура воздуха в центральных районах составила 6-7 градусов тепла. В заречной группе от 6 до 8 со знаком плюс. В южных 0 градусов в Нерюнгри, плюс 2 в Алдане. В Вилюйской группе от минус 2 до плюс 4 градусов. А в Нижнеленских 3-7. В западных минус 2-3 тепла. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 9, минус 2. В Янских минус 5, плюс 4. На северо-западе минус 9, плюс 2. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 7 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Северо-восточный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Днем синоптики обещают, что будет без существенных осадков. Ветер восточный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. И столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 14-16 градусов тепла. А 21 мая на телеканале «Якутия-24» пройдет финал песенного конкурса «Вот это да!». 12 финалистов из Нерюнгринского, Мирнинского, Лёкминского, Ленского, Алданского районов и города Якутска поборются за звание самых лучших вокалистов Якутии. Победу одержат два участника. Одного выберут члены жюри, второго – зрители с помощью СМС-голосования. Проголосовать за понравившегося исполнителя можно будет только во время прямого эфира. И в течение недели мы разыгрываем пригласительные билеты на прямой эфир. Вы сможете побывать в студийном павильоне, увидеть весь творческий процесс изнутри. Для этого необходимо каждый день отвечать на вопросы, которые мы будем здесь задавать. Вчера вот один из них был. Правильный ответ там есть, мы чуть позже о нем скажем. Но сегодня вопрос новый. И звучит он следующим образом. Кто написал и первым исполнил песню «Синяя вечность»? С этой композицией, к слову, выступал финалист из Якутска Ариан Дьяконов. Правильно, свой ответ отправляйте к нам в телеграм-канал, переходите по ссылке, которую вы видите на своих экранах, и в конце эфира мы объявим победителей. Двигаемся далее. Напоминаем, что на календаре 16 мая. В 1924 году, в этот же самый день, в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет, который очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. «Мурзилка» ведет свою историю с 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленьких народцев, которых называли брауни. В России же они попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса и, дав персонажам другие имена, у нас появился Мурзилка. На календаре 16 мая. Сегодня отмечают Международный день света, День мирного сосуществования, День биографов. По народному календарю сегодня Мавра-рассадница. В этот день хозяйки высаживали на грядке рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Наблюдали за приметами, и большая роса и ясный день предвещали хороший урожай огурцов, а вот отсутствие росы утром обещало дождь днем. Этот день в истории.
16 мая 1881 года на окраине Берлина прошел первый в мире электрический трамвай. Так было открыто пассажирское движение на первой в мире электрической железной дороге, что позволило заменить конную тягу на электрическую. В 1924 году в этот день в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста. Журнал издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. 16 мая состоялась первая церемония вручения «Оскара». Церемония длилась 15 минут, на ней присутствовало около 250 человек. Кстати, название «Оскар» тогда еще не использовалось, оно появилось в 1934 году. Сегодня это главная кинопремия США, одна из самых известных кинематографических наград в мире. 16 мая 1985 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством, что и стало началом антиалкогольной кампании в Советском Союзе, целью которой была борьба с пьянством, укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины. В этот день родились Игорь Северянин, русский поэт Серебряного века, переводчик; Ольга Бергольц, советская поэтесса и прозаик; Мстислав Запашный, советский и российский артист цирка, дрессировщик хищных животных, режиссер. В этот день также родилась Ольга Корбут, советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка, тренер; Юрий Шевчук, советский и российский музыкант, поэт, композитор, лидер группы ДДТ. Именины сегодня у Викентия, Николая, Павла, Петра, Тимофея и Ульяны. В преддверии Международного дня музеев сегодня в Якутском государственном музее имени Ярославского стартуют экскурсии по дюбельшлюпке «Якутск», где посетители смогут узнать о судьбе исторического судна, построенного в Якутске еще в XVIII веке для Великого Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга. Более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. В студии у нас Сергей Слепцов, специалист сектора истории Якутского музея имени Емельяна Ярославского. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот само судно восстановили по чертежам древним 17-18 века, если не ошибаюсь. В Карелии в 2006 году восстановление происходило. Вообще история этого судна, она уникальна. Можете вот немножко поделиться, что узнают посетители? Ну, посетители в первую очередь узнают именно, в первую очередь о судьбе исторического прототипа, исторического судна, которое действительно является уникальным, потому что это первый опыт кораблестроения вообще в Якутске. Это было настоящее судно морского класса, построенное специально с научными целями, то есть это изначально научное судно было. Вот. Ну и, конечно, такие имена, как Витус Беринг, Василий и Татьяна Прончищевы, Челюскин, братья Лаптевы, все это напрямую связано тоже с историей этого корабля. И наши посетители вот в этом году смогут посетить вместе с экскурсиями борт судна, построено по чертежам XVIII века, как вы уже сказали, и попробовать представить себя на порту судна вместе с этими людьми известными. Судно было построено для Великой Северной экспедиции под командованием Витуса Беринга. Вот расскажите подробнее, какая была основная цель этой экспедиции? Не случайно экспедиция называется «Великой», целей у нее было много, и в нее входило чуть менее 10 отрядов, на самом деле, которые действовали по всему северу Российской империи, там, начиная от русского севера, Архангельска, и заканчивая берегами Японии. То есть там целей было очень много. И что касается непосредственно команды судна «Якутск», то у них была своя собственная задача. Это был так называемый Ленско-Енисейский отряд, задача которого было исследование побережья Ледовитого океана от устья реки Лены до устья реки Енисей, с которым они успешно справились. Вот не менее интересная история восстановления, то есть строительства по чертежам. То есть в Карелии в 2006 году ее отстроили, и потом еще же был путь до Якутска. Вообще можете немножко рассказать об истории именно появления копии? Да, идея постройки копии, насколько я понимаю, появилась в 2015 году, когда готовились съемки фильма
по мотивам пьесы «Созвездие Марии», посвященной как раз вот этим событиям Великой Северной экспедиции. И для съемок этого фильма заказали вот постройку корабля. Насколько я понимаю, вот Республика Саха-Якутия тоже участвовала как бы, финансово, да, в постройке. И изначально как бы предполагалось, что после съемок фильма корабль переедет в Якутск, ну, на место как бы исторической постройки прототипа. И, правда, эта история растянулась вот более чем на 5 лет, но, тем не менее, шлюпка добралась до Якутска и сейчас как бы находится на территории Якутского музея. Когда его привезли в наш город, это было большое событие для всей нашей республики. Наш телеканал неоднократно также освещал это событие. И расскажите, за вот прошедший год, какие работы были дополнительные сделаны на этой шлюпке? Что было подготовлено для того, чтобы обеспечить вот именно вот экскурсии посетителей, гостей столицы? Да, понятно. Ну вот судно прибыло в Якутск в конце лета прошлого. Ну, оно было законсервировано на зимовку, и сейчас проходят вот буквально непосредственно работы по ее реконсервации и ремонту, ну, как бы обновлению, да, корпуса в первую очередь, потому что, ну, судно уже 5 лет, судно деревянное, оно нуждается в постоянном уходе. Вот, планируется вот обновление парусного вооружения, такелажа, ну и такие как бы прозаические вещи для доступа посетителей, там сделаны трапы, вот, ну и музейное как бы оформление, музеификация, ну это то, что увидят посетители. Вот говоря про экскурсии, опять же, то, что посетители увидят, самое главное, когда они это могут увидеть, то есть это будут какие-то в режиме вот обычной работы музея, можно прийти на экскурсию или в какие-то определенные дни, часы? Да, очень хороший вопрос. Но попасть просто так на судно не получится. Это как бы место повышенной опасности, поэтому мы приняли решение пускать на судно только с экскурсионным обслуживанием. Ну, так и как бы более интересно на самом деле, потому что не просто посмотреть, а еще и услышать. Вот сейчас, как известно, идет в Якутске музейная неделя. И в ходе нее есть расписание экскурсий. Сегодня как раз первая экскурсия проходит в музее в 15:00. И потом еще 18 мая и 20 мая, когда будет День музеев, программа «Ночь музеев», вот там будет обеспечен доступ на судно с экскурсионным обслуживанием для всех посетителей этой акции. А потом в течение лета, вероятно, мы будем проводить эти экскурсии по заявкам. Большое спасибо, Сергей. Действительно очень интересно. Также напоминаем нашим телезрителям, что сегодня уже первая экскурсия состоится в 15:00. Все это можно будет посетить по адресу на территории музея Емельяна Ярославского в городе Якутске. Так что обязательно запланируйте свои выходные и, конечно же, посещение такого исторического места. Ну а прямо сейчас короткая пауза, после которой вернемся. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Грузопоток через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Также отмечено, что объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом, увеличился в 2 раза. Ладыгин рассказал, что для решения вопроса оформления растущего объема грузов дополнительно выделено почти 500 штатных единиц на пункты пропуска на Дальнем Востоке. Также увеличен режим работы пунктов пропуска. Сбербанк предупреждает о массовой фишинговой атаке, рассылке электронных писем с приглашением посетить военкомат для уточнения персональных данных. Как говорится в сообщении банка, в рассылке содержался вредоносный файл, вирус. При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка. Банк не исключает, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица. Просим всех проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, подчеркивает кредитная организация.
Региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» стартовал в Якутске. В нем принимают участие преподаватели профессиональных учебных заведений со всей республики. Всего в отборочном этапе участвовало 28 мастеров. В финал прошли 11 из них. В течение 4 дней конкурсанты проведут открытые уроки в образовательных учреждениях. По итогам отбора будет определен победитель, который поедет представлять республику в финале. Отметим, региональный конкурс «Мастер года» проводится в республике в 3-й раз. В этом году он впервые организован очно. Примечательно, что наши конкурсанты преподают свои мастер-классы на совершенно новой аудитории для студентов из других образовательных организаций. Поэтому здесь, конечно, от наших конкурсантов требуется очень большое педагогическое мастерство, профессиональные компетенции высокие, ну и, конечно же, психологические моменты, когда нужно очень быстро наладить контакты с новыми ребятами. В Нерюнгри прошел автопробег в поддержку участников специальной военной операции. Участие в акции приняли более 6 десятков машин и около сотни человек. С флагами России, Якутии, Нерюнгринского района и разных родов войск участники автопробега начали путь с улицы Мира и проехали по основным улицам города. Путь колонны составил 10 километров. Среди участников автопробега военнослужащие, их семьи, ветераны общественной организации ветеранов «Боевое братство», жители города Нерюнгри и Нерюнгринского района. Мы собрались, у нас много ребят, которые все-таки также поддерживают, и также у кого-то, в каждой семье, кто-то там на войне, как говорится, трудится, служит, защищает нас, и таких людей много, и все считают правильно хоть как-то поддержать их морально просто, чтобы они знали. Так и должно быть, чтобы мы были все вместе, всегда и во всем, и везде, и наших ребят вместе все поддерживаем, все мы вместе с ними, мыслями, душой, молитвами. Это «Утро Якутии». Продолжаем. И прямо сейчас хотим подвести результаты вчерашнего нашего розыгрыша билетов. Напомню, разыгрываем возможность прийти на прямой эфир. На финал конкурса нашего песенного, вокального. Вот это да. Вопрос вчерашний был на самом деле сложный. Как можно максимально в конце эфира подсказок мы вам дали. И, в принципе, кому-то это помогло. Звучал вопрос следующим образом. Сколько лет исполнится песни в следующем году? А песни, которую исполнила первая конкурсантка от города Якутска в эфире 7 мая. И правильный ответ: 100 лет в следующем году исполнится романсу «Дорогой длинною», потому что есть еще один ответ поступил, что 100 лет, но там про другой романс говорится. А вот конкретно тот, который исполнялся 7 мая в отборочном этапе города Якутска, это был романс «Дорогой длинною». 100 лет ему исполнится в следующем году. И первой на этот вопрос ответила, ну, как написано, собственно, в Телеграме, ник не ник, Вероника Верона. Мы с вами обязательно свяжемся, скажем, как получить ваше пригласительное, куда приходить, подходить. И поздравляем, конечно же. Ну и не забываем, что мы уже второй вопрос, второй пригласительный сегодня разыгрываем. Тоже его задали, я его повторю. Кто написал и первым исполнил песню «Синяя вечность»? С этой композицией выступал финалист из Якутска Ариан Дьяконов. Да, друзья, активнее принимайте участие. Ну, а для тех, кто сейчас сидит дома и отвечает на наши вопросы, есть те, кто дома не сидит, потому что занимается утренними пробежками. К слову о пробежках, 24 тысячи человек приняли участие в 9-м московском полумарафоне. Забег стартовал у большой спортивной арены в Лужнике. Далее участники пробежали по Фрунзенской набережной, миновали храм Христа Спасителя, затем преодолели Кремлевскую, Замоскворецкую и Котельническую набережные, развернулись вблизи Спасского монастыря и пробежали маршрут в обратную сторону. В этом году организаторы решили разбить московский полумарафон на 2 дня. В выходные прошли забеги на 5 километров, корпоративные эстафеты и детские соревнования. Собрался классный состав элитных профессиональных атлетов, среди которых рекордсмены России на полумарафонском беге, на 10 километров, на 5 километров. Ребята профессиональные. Надеюсь, что сегодня
одним из участников, возможно, будет достигнут рекорд России в полумарафонском беге. Победителем мужского забега стал чемпион и рекордсмен России в беге на длинные дистанции Владимир Никитин, который преодолел расстояние за 1 час 2 минуты 46 секунд и установил рекорд московского полумарафона. Среди женщин первой к финишу пришла призер чемпионата России по легкой атлетике Анна Викулова с результатом 1 час 9 минут 47 секунд. Вот такие вот замечательные спортсмены. Ну а как утверждают психологи, если ты сделал что-то, за что ты собой гордишься, обязательно себя похвали. Можно даже чем-то сладеньким, потому что, мне кажется, расход энергии у них был очень большой. Ну и, кстати, что касается сладостей, многие, конечно, не рекомендуют утром их есть, но утро – это такое время, когда нужно задавать... Можно себя похвалить за то, что Нужно себя проснулся. похвалить и задать правильный тон. А вот проснуться от ласковых лучей солнца, неспешно заварить себе кофе, ну и достать любимое пирожное «Наполеон». Кстати, что касается этого пирожного, кроме того, что оно очень любимо многими, оно еще имеет свою интересную историю. Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжаем наш разговор о десертах. По мнению Александра Гримо де ля Риньера, гастрономического критика прошлого, десерт для обеда все равно, что букет для фейерверка. И пусть сравнение это не совершенно точное, оно все-таки неплохо дает понять, что десерт должен быть самой блистательной частью трапезы, что он должен поражать, изумлять, чаровать и восхищать гостей. Конечно, после таких слов нельзя не вспомнить такую блистательную французскую личность, как Наполеон Бонапарт, с именем которого связано название торта. Давайте разбираться, есть ли что-то общее между Наполеоном Бонапартом и любимым тортом Наполеон. На самом деле существует несколько версий, объясняющих, почему именно этот торт получил именно такое название. И одна из них непосредственно связана с Наполеоном и имеет такой романтический флер. Согласно легенде, дамский угодник Наполеон Бонапарт решил приударить за одной из фрейлин своей супруги Жозефины. И, что говорится, был застигнут на месте преступления. Однако Наполеон быстренько сообразил и в оправдание свое сказал супруге, что он нашептывал фрейлине не какие-то любезности, а рецепт нового торта. И уже на следующий день к столу императора был подан новый десерт. И здесь тоже есть несколько версий, как появился этот десерт. С одной стороны, смекалистый Наполеон предложил сам такой рецепт. С другой стороны, императорский повар предложил усовершенствованный десерт, который был ему известен ранее. Добавил в него сливки, клубнику, ну все, что полагается для торта Наполеон. Есть еще другая версия, которая отсылает нас в более давнее время. Итак, согласно другой версии, многослойный десерт появился во Франции в 1645 году у кондитера Клавдия Геле. Рецепт был этот так популярен, что был украден итальянскими кондитерами. Эти итальянские кондитеры тоже усовершенствовали рецепт, и уже из Италии он опять попадает во Францию и уже называется королевская галета. В Россию торт Наполеон прибыл вместе с беженцами из Франции, беженцами-аристократами, которые покинули свою родину в связи с событиями Великой Французской революции. Надо сказать, что сначала появился торт, а потом уже появилось привычное нам название – Наполеон. Давайте говорить правильно. Всего доброго!
Ну, такой замечательная история появления всеми любимого пирожного Наполеон. Кстати, я думаю, для кого-то это может быть семейное, на каждом семейном чаепитии, потому что в семье всегда есть свои особые традиции. Кстати, что говорить о семьях и традициях, можно даже поговорить о династиях. Семья Аракчеевых живут в городе Нерюнгри более 30 лет. Их семья – это династия спасателей. Отец семейства Анатолий Юрьевич больше 20 лет прослужил в пожарной охране. Супруга Светлана Прокопьевна также предана этой службе. И сыновья Андрей и Евгений пошли по стопам своих родителей и работают в подразделении МЧС России. Анатолий Юрьевич был принят на службу в пожарную охрану на должность старшего мастера ГДЗС в 1994 году и, проработав там больше 20 лет, вышел на пенсию. Он ветеран Афганистана, руководит Якутским республиканским отделением «Боевое братство». Одна из целей – это патриотическое воспитание. Другая цель – это оказание помощи ветеранам боевых действий, Великой Отечественной, инвалидам, семьям погибших, ветеранам и пенсионерам военной службы, ну и другим категориям ветеранов. Дальше потом оказание содействия государству, ну то есть или правительству нашему в поддержании государственной политики. Супруга Светлана Прокопьевна начинала свой профессиональный путь с должности радиотелефониста пожарной части поселка Беркакит. В 2001 году она была назначена на должность диспетчера Центрального пункта пожарной связи. Аракчеевы воспитали 3 детей. В этом году отметят 34-й год совместной жизни. С Анатолием, когда познакомились, я не знала, что он служил в горячей точке. Он об этом не говорил. Ему, знаете, он даже не стеснялся, а все время отходил от этой темы. Ему это было больно, живо. Но это очень трогательно. Когда что-то он рассказывал, это было очень трогательно. Я была, наверное, горда, что я с таким человеком познакомилась. Сильный, волевой, такой молодой, живой, красивый. Влюбилась сразу. Семья Аракчеевых – это семья с богатыми семейными традициями. Тому подтверждение – профессиональный выбор их детей. Сыновья работают в подразделениях МЧС России. Старший сын Андрей служил пожарным в пожарных частях Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона в течение 6 лет. А с февраля 2019 года он служит в должности респираторщика Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода. Наша задача, когда, допустим, приходит беда в шахту, первым прийти на помощь и помочь. При обвалах, завалах, пожарах. Не знаю, мне нравится. Удовольствие получаю как-то. Сам процесс, помощь людям, наверное, какая-то. Если честно, когда выезжаешь на вызов, тут страшно. И все, это единственное. Сын Евгений после службы в Вооруженных силах России поступил на службу в 4-й пожарно-спасательный отряд МЧС России по республике Саха пожарным. Сейчас он трудится помощником начальника караула 1-й пожарно-спасательной части. Отец делом все показывал, преподавал здесь. Я когда пришел, у него учился. Он уже не работает, 5 или 7 лет уже не работает в пожарке, а о нем только хорошие отзывы. Какой он преподаватель был, как начальник части он был. Я думаю, достойно он отслужил в свое время. И мне приятно из-за того, что меня воспитывал такой человек. Еще в семье Аракчеевых подрастает дочь Анастасия, ей 16 лет. Все Аракчеевы – постоянные участники различных спортивных и культурно-массовых мероприятий как в Нерюнгринском гарнизоне пожарной охраны, так и в Нерюнгринском районе в целом. Бороться с опасностью – их работа. Спешить на помощь в самых экстремальных ситуациях. Идти вперед, когда в панике все бегут назад. Рисковать собой ради других. Для многих это больше похоже на остросюжетный фильм, а для Аракчеевых – это каждодневный труд. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. А тем временем самоучка из Грузии обучает детей художественной обработке камня. Мастер резьбы по камню Беса Лацибидзе украшает орнаментами фасады храмов и церковную утварь, а также обучает этому искусству детей.
Мастер резьбы по камню Бесо Лацебидзе из грузинского поселка Харагаули украшает орнаментами фасады храмов и церковную утварь, а также обучает этому искусству детей. Ученики Лацебидзе учатся вырезать орнаменты на каменных плашках с помощью скальпелей. Резчик уже год обучает детей художественной обработке камня. Сейчас у него 5 учеников, и еще столько же детей хотят присоединиться к его группе. Для меня большая радость, когда ребенок интересуется резьбой орнамента. И я стараюсь свои знания передать, поделиться с детьми. И это для меня большая радость. Я рад, что у детей есть желание и, главное, интерес. Увлечение резьбой началось с фотографий больше 10 лет назад. Во время посещений храмов он стремился запечатлеть орнаменты и затем узнать их историю. Я художник-самоучка. Всегда, когда я ходил куда-то, если у меня был фотоаппарат, я фотографировал орнаменты на церквях. Куда бы ни ходил, интересовался, какого века орнамент, каков он. Лацебидзе попробовал вырезать первый узор на камне, и у него получилось. Так хобби переросло в профессию. В 2012 году по просьбе педагога песнопений Лацебидзе начал работу над оформлением кафедрального собора в Харагауле и с тех пор украшает храмы в разных городах Грузии. В Харагаульском районе почти на всех храмах моей работы. Вообще в Тбилиси работаю сейчас над иконостасом. Меня один батюшка попросил. И на церкви в Рустове есть мои орнаменты. Миргели и так в масштабах Грузии. С Божьей милостью везде делаю свои работы. Помимо резьбы, Лацебидзе занимается благотворительностью. Пару лет назад он создал группу в социальных сетях «Добро в Харагауле» и с помощью подписчиков за счет перечисленных сумм помогает одиноким старикам, детям-сиротам и многодетным нуждающимся семьям. В планах у мастера вместе с учениками украсить орнаментами все уголки Харагаульского района. Совсем недавно мы отметили 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Все мало остается ветеранов, участников войны, но есть документальные хроники, воспоминания очевидцев тех лет. И мы теперь только так можем узнать, как и благодаря чему далась нам эта победа. Сегодня в рубрике «Книжная полка» речь пойдет об уникальной в своем роде серии книг, посвященной беспримерному подвигу якутян в годы Великой Отечественной войны. Перед вами серия книг и фундаментальный научный труд об участии якутян в сражениях Великой Отечественной войны. Автором-составителем является известный археограф, сотрудник Национального архива Республики Саха-Якутия Александр Александрович Калашников. А на сегодняшний день именно эта серия является изданием, которое наиболее полно охватывает и показывает героический подвиг якутян в Великой Отечественной войне. Автор полно показывает картину войны, а именно в этих книгах можно найти воспоминания известных советских военачальников Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Василия Чуйкова и других. В своих воспоминаниях они рассказывают о подготовке, ходе и об итогах операции и сражениях, которые вошли в мировую историю. В книге опубликованы документы из Центрального архива Вооруженных сил Российской Федерации и уникальные воспоминания воинов-якутян. Автор, составитель Александр Калашников многие годы посвятил, чтобы по крупицам собрать и восстановить неизвестные сведения о сражениях, не придал забвению множество имен солдат и сохранил для будущих поколений героический подвиг воинов наших земляков. Эти книги доступны не только в читальном зале нашей библиотеки, а также в электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Адрес электронной библиотеки nlrs.ru. Всем приятного чтения! А сегодня мы хотим также вас познакомить с интересным человеком, у которого очень интересное хобби. Плотник 5-го разряда энергосбыта Константин Соколов вот уже несколько лет пишет детские сказки. Интерес к этому литературному жанру у Константина появился еще в школе, а после армии занялся писательством профессионально. Наша коллега Ирина Григорьева съездила к нему в гости и окунулась в мир добрых и волшебных сказок. Спасибо, Франция, за моду, за Диму благодарю, а нраву дух той и свобода, Дантеса одного корю.
Знакомьтесь, это Константин Соколов, плотник по профессии, сказочник по призванию. В руках плотника труд, созданный годами. Это детские сказки. Впервые автор взялся за перо в 14 лет, а после армии занялся писательством профессионально. Признается, создание сказок посвящает русскому поэту Александру Пушкину, поэтическое наследие которого уже более 2 столетий волнует сердца потомков. 7 неудач подряд еще не признак постоянного провала. И пытался вот именно упорством. И первую сказку я 3 года же писал. Это же очень... Я даже не верил в это, просто пытался каждый раз, садился, думал. Интерес к сказкам пришел постепенно. Когда было свободное время, отец семейства читал своим детям сказки. А свое первое произведение, сказку про Ивана Дурака и царевну, он написал 11 лет назад. В это время у дворца царь с царицей у крыльца ждали дочь свою царевну. К вечеру она с деревни, от гостей прибыть должна. У родителей одна, их волнением нет конца, шлют навстречу ей гонца. Ждут вестей они всю ночь, беспокоятся за дочь. Лишь под утро, наконец, прискакал назад конец. Перебит обоз в пути, а царевны не найти. Ищут войска в круг дозором, встретиться не могут с вором. По картине видно всей, это сделал злой Кощей. Сказки создаются по-разному, признается автор. Некоторые чистый экспромт, а некоторые тщательная подготовка. Самые лучшие и интересные сказки получаются, когда на подготовленную благодатную почву падают семена вдохновения, появляются первые ростки, и сказка начинает жить своей жизнью. Хороша, стройна собой, своей дивной красотой, многие в граде покорила, но сама не полюбила, делу своему она всей душой была верна. В этой сказке я где-то год ушел вообще в другое место. Я думал, что я пишу красиво, гениально, талантливо, а потом спустя какое-то время я отложил, где-то месяца 2 отдохнул, взялся и понял, что я пишу не то. Светлана – жена сказочника, и муза, и жесткий критик. Добрым, а иногда и острым словом поддержит, иногда и подскажет. И в горе, и в радости Светлана, как и в сказках, всегда рядом с мужем, даже тогда, когда рукописи летят в корзину. Любить, во-первых, надо человека, чем он занимается, любить его дело, помогать ему, где-то критиковать можно себе позволить. Сказки пробивают себе дорогу тяжело, признаются Соколовы. Но потомок ямщиков Константин не унывает и продолжает заниматься творчеством. Свою первую сказку про Ивана Дурака и царевну Соколовы издали 11 лет назад. В основе сюжета противоборство добра и зла, хороших и плохих героев. Сказки передавались из поколения в поколение, но основной сюжет и посыл всегда одинаковы – добро побеждает зло. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. В Солнцеграде то веселье, свадьба, где новоселье. О победе все поют, в чем не сомневались тут, если весь народ сплочен. Вторая сказка рождалась в долгих творческих муках, признается автор. Сказка о славном, чудном Солнцеграде, о рукодельнице Настасии и о молодом царевиче Павле рождалась почти 7 лет. Но это произведение, по мнению самих Соколовых, нравится читателям больше. Ведь смекалка и находчивость главного героя, царевича Павла, помогает защитить народ Солнцеграда от грозного войска и жениться на своей возлюбленной Настасии. Хотел бы, чтобы из сказок моих сделали и мультипликационный фильм, и спектакль, ну, чтобы люди читали, жить было, чтобы интереснее. Вот благодаря этой цели я наверное, и пишу. Сказка «Ложь», давний намек, добрым молодцам урок. Сказки Константина Соколова по сюжетной линии всегда заканчиваются традиционно хорошим эпилогом. Ведь наш герой считает, что сказка – это добрый помощник не только в воспитании ребенка, но и самого себя. Ведь в реальной жизни всегда есть место удивительным событиям и чудесам. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. Ну и продолжая такую замечательную, добрую тему, мы поговорим, что такое сказкотерапия, для чего она нужна и чему она учит. И более подробно об этом нам расскажет гостья нашей студии. В студии у нас Алена Шкулепа, системный семейный психолог. Доброе утро. Алена, ну о чем нам, в принципе, рассказывают вообще сказки, чему они нас могут научить?
Ну, сказка — это практически первая история, с которой сталкивается ребенок в детстве. Поэтому он нас учит как раз моральным каким-то основам, принципам. Если мы посмотрим на самые разные сказки, то мы как раз эти все моральные принципы и поймем. Самое интересное, что мудрость, в частности народная, она настолько хороша, что мы и впоследствии вообще-то делаем то же самое. У меня какое-то время были управленческие тренинги, и вот, например, я приводила в пример прям конкретную сказку, каким образом нужно ставить и делегировать сотруднику задачу. Прямо как царь Ивана. О попе и его работнике балде? Нет, это сказка про то, как царь посылал главного героя за пером жар-птицы. Да, там абсолютно все так, как нужно. Ну так в итоге вполне. Успех был на стороне исполнителя, сотрудника? Ну, успех был на стороне всех, там уже другая история, как говорится. Но тем не менее там заложено все. Что такое сказкотерапия? Кому она нужна? Потому что у нас стереотипно думать, что сказки — это только для детей, для маленьких. Сказкотерапия — это вообще целое направление психотерапии, которое прекрасно используется в работе с детьми и, конечно же, в работе со взрослыми. Но я думаю, что если мы все с вами зайдем на простор интернета, мы увидим просто большое количество разборов различных абсолютно сказок и историй, в которых описывается что-то. Более того, у нас есть такие тесты, в которых там, чего ты первое, на кого обратил внимание, увидел и так далее и тому подобное. Это замечательный диагностический инструмент, потому что через сказку можно понять вообще, что у человека внутри. Причем даже он сам может не понимать, что это именно про это. Кстати, я где-то слышала, что маленькая девочка, с какой из принцесс она себя позиционирует, по такому принципу она потом и строит свою ролевую модель уже в жизни. Ну, в какой-то степени да. Но если мы, например, с вами поговорим про взрослых, которым нравятся те или иные мультфильмы и сказки, то мы можем понять, какие травмы были в детстве, например, у ребенка, у этого теперь уже взрослого человека, и как, собственно, дальше работать. Но дело в том, что это еще инструмент коррекции, так называемый, когда мы с помощью сказки можем вообще-то и скорректировать какие-то моменты. И мы, единственное, что мы не берем какой-то готовый материал, хотя можем и его взять, и потом уже выкручиваем туда, куда нужно. Вот, например, какой вы можете привести пример, как семейный психолог для семьи, для укрепления института брака, для уважения супругов и вообще взаимоотношений хороших, построений? Вот какую бы сказку, какой бы мультфильм вы порекомендовали? Ой, хороший вопрос вы мне задали, неожиданно. Я бы сейчас даже не сказала. Вообще для работы можно взять абсолютно любой мультфильм, любую сказку. Там, где есть, естественно, семейные взаимоотношения. Ну, давайте начнем с того, что, например, посмотрим, каким образом строились отношения между стариком и старухой в сказке «Рыбаке и рыбке». Да? Там же очень хорошо показано, чего можно, а чего не стоит делать для того, чтобы не разрушить всё. «Гуси-лебеди» о сестрице Аленушке, братце Иванушке. Ну, это вообще какие-то замечательные отношения про сиблингов, так называемых в психологии. Да? Это братья и сестры. Да? Каким образом строится, кто старше, каким образом построена иерархия, и вообще, чего с этим дальше делать. Чудесная сказка в этом смысле. Можно оттуда много чего взять для работы. Для работы? Конечно. Ну, для работы над собой. В психотерапии, над собой в том числе, конечно. Ну, кстати, вот буквально пару кадров назад Баба-Яга пролетала, а Баба-Яга как-то в психологии ассоциируется с чем-то. Я думаю, что все зависит от того, как человек ассоциирует себя с Бабой-Ягой и каким именно персонажем, кем она является для человека. Я согласна привести пример, потому что долгое свое время, то есть практически с 1 по 9 класс, я была почетная Баба-Яга. Меня всегда это очень раздражало несколько. Я сопротивлялась тому. Я же красивая, я же Снегурочка. А потом меня с 9 класса повысили, и я поняла, что Снегурочка — это такой скучный персонаж. Что Баба-Яга — это так ярко, это так интересно. Но у нее есть свои фишки, у нее есть какие-то свои интересные вещи. Вот. Ну вот вы хотели пример, вот вам пример, каким образом можно раскрутить ситуацию. Да? Если, например, ваш персонаж Баба-Яга, то вообще-то когда-то Баба-Яга была молодой женщиной. Здесь можно очень хорошо пофантазировать, как она, собственно, сюда пришла, и почему она не начала шалить гораздо раньше, когда она еще была прекрасной женщиной. То есть это такой момент, когда мы можем с помощью сказки, в том числе, переписать какую-то историю или какую-то установку, которая у нас была, и сделать нашу жизнь ярче и интереснее. Ну вот, говоря про переписание, вообще как сказки воздействуют, ну, грубо говоря, на жизненный сценарий личности?
Ну, конечно, в какой-то степени воздействует. Но мне бы очень не хотелось, чтобы мы думали, что абсолютно все сказанное ребенку вот прямо у него откладывается и абсолютно все влияет. Да? Там, иногда кружка — это просто кружка. И, конечно же, влияет, но все зависит от того, что именно ребенку в этом нравится. Ведь мы же говорим с вами про дефициты какие-то. То есть чего-то не хватало, поэтому там, ребенок в это ныряет. Ну, слушайте, моя любимая сказка была «Красавица и чудовище». Причем с детства, начиная с «Аленького цветочка», да, с русской версии, и заканчивая, соответственно, этим диснеевским мультфильмом. Я анализировала, почему мне это нравится. Ну, не знаю, наверное, критики было много в детстве. Хотелось все-таки быть там красавицей рядом с чудовищем. И так далее. Или чтобы потом чудовище скинул маску и исцелился любовью, которую хотелось транслировать. Вот я со своим чудесным чудовищем, супругом, хотя совершенно не чудовище абсолютно. Я сейчас весь наш разговор пытаюсь вспомнить свою любимую сказку и схожусь на мысли, что «Мумий-тролль» вот серия, наверное, то, что прям... Муми-мама, Муми-папа. И мне очень ярко запомнилось из детства, когда они там втроем, друзья, куда-то пошли, в лес, куда-то что-то все забыли. Все, классно. Ну, кстати, можно и с Я тогда в лес, наверное, мне вот туда пора. Просто с помощью сказки можно еще и поднять какие-то очень важные моменты, которые были в детстве, и мы почему-то, когда стали взрослыми, о них забыли. Ну вот у нас они забылись, но у нас есть подрастающее поколение, вот как с помощью сказок, правильных рассказов, правильных мультфильмов уже ребенку как-то давать адекватную модель восприятия мира, по которой он будет строить свой жизненный сценарий. Я думаю, что можно взять любые практически сказки, кроме, наверное, Андерсона и братьев Гримм. Там как-то пожескочу, да. Вот. Русские народные сказки в этом смысле идеально подходят. Просто вообще, знаете, самое главное, ребенку вообще хоть что-то читать. И желательно обоим. Когда мы в детстве, и, собственно, супруг мой читал сказки разные, у нас был такой сборник детям, там были совершенно удивительные, мы, честно говоря, как взрослые задумывались, собственно, кто это вообще придумал и почему. То есть, когда начинаешь раскручивать, становится гораздо интереснее. Но детям-то гораздо важнее проводить время с родителями. Уж не очень важно-то, какая там сказка. Главное, какой смысл в это родители вносят. Ну, а потом обсуждать. А взрослому какую сказку лучше читать? Ой, да, все. Вот вспоминая все, начиная с тех, которые были в детстве любимые, вообще здорово их перечитать, потому что иногда выясняется, что ты запомнил одно, и у тебя был один смысл, ты перечитываешь, подожди, здесь вообще про другое абсолютно. Есть такое, что даже помнишь некоторые диалоги, а их потом нет. Да. Так называемые фантомные диалоги. Да. Да. Поэтому я думаю, что абсолютно любые. Ну а потом сейчас есть очень много авторов, которые сейчас пишут сказки, ну почему бы герой сюжета не почитать сказки? Там тоже, я думаю, много-много. Константина Соколова. Да, Константин Соколова, да. Я тоже, знаете, нет, догрешу иногда что-нибудь, да напишу такое, вот. Ну, пока пишешь, уже хорошо. Алена, спасибо большое. Интересно, подумаем, почему все-таки Мумий-тролль. Тем не менее, удачи в вашей работе. Ну, а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из новостной службы. Они с последними новостями нас ознакомят. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Участники специальной военной операции смогут пройти бесплатное переобучение. Работодатели будут получать субсидии за трудоустройство участников спецоперации и членов их семей. Решение также распространяется на членов семей участников спецоперации и погибших при выполнении задач во время боевых действий. Работодатели, которые будут трудоустраивать участников СВО, членов их семей, будут получать за это субсидии. Субсидия будет равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на число трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя. Новый компьютерный томограф и еще 23 единицы различного оборудования поставят в Мирнинскую центральную больницу. Кроме томографа, для больницы поставят ультразвуковые аппараты высокого класса, реабилитационное оборудование. Также подъемник для ухода за лежачими пациентами в реанимации, функциональные медицинские кровати и многое другое. Оборудование закупают по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Жителям Якутии напоминают о запрете на проведение сельхозпалов. Сжигание сухой растительности приводит к крупным ландшафтным и лесным пожарам. Ежегодно на территории региона фиксируют большое количество термоточек, которые появляются из-за сельхозпалов. Кроме этого, в пожароопасный сезон запрещается разведение костров и сжигание мусора. Особое внимание уделяют также гражданам, отдыхающим на природе. Патрульно-контрольными группами уже составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. 15 мая на землях лесного фонда Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Алданского, Хангаласского и Якутского лесничеств установлен пожароопасный сезон. В целях предотвращения лесных пожаров Главное управление МЧС России по Республике Саха-Якутия напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. В пожароопасный сезон запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение сельхозпалов и выжигание сухой травяной растительности. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность. Число многодетных семей в Якутии достигло 34 тысяч. Таким образом, республика удерживает лидерские позиции по рождаемости и естественному приросту. Первое на Дальнем Востоке и 7-е по стране. Так, по сравнению с 2021 годом, количество многодетных семей в регионе увеличилось на 1330. Всего в них воспитывается более 118 тысяч детей. 68% от общего количества многодетных семьи с 3 детьми. Как отмечают в правительстве, повышение рождаемости – одна из главных задач республики. Алданская лига флорбола завершила спортивный сезон. 6 мужских и 3 женских команды боролись за финальный кубок Алданского района. Финальные игры прошли на спортивной площадке компании «Селигдар». У мужских команд, вышедших в финальный тур, кубок сезона и первое место взяла команда «Армада». Второе и третье места за командами «Томот» и «Газпром» соответственно. Среди 3 женских сборных золото завоевала команда «Драйв», серебро у сборной «Газпрома» и бронза у команды «Апельсинки». Сейчас спортсмены ушли на летние каникулы, а с сентября начнется подготовка к новому игровому сезону. В целом чемпионат, лига прошла отлично. Команды все ровные, сильные. Ну, соответственно, победит дружба в любом случае. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну что, друзья, наш эфир подходит к концу, а мы напоминаем, что 21 мая на телеканале «Якутия-24» пройдет финал песенного конкурса «Вот это да». 12 финалистов из Нерюнгринского, Мирнинского, Алекминского, Ленского и Алданского районов, а также города Якутска поборются за звание самых лучших вокалистов Якутии. Победу одержат 2 участника. Одного выберут члены жюри, второго – телезрители. Напоминаем, что принимаются СМС-голосования только во время прямого эфира. Голосуйте за своего любимого главного героя и исполнителя. В это утро мы разыгрываем билеты, возможность посетить финал и оказаться в павильоне нашей студии НВК «Саха» и увидеть весь творческий процесс. Да, ну и, конечно, вопрос звучит следующим образом. Кто написал и первым исполнил песню «Синяя вечность»? С этой композицией выступил финалист из Якутска Ариан Дьяконов. И за наш эфир правильный ответ поступил, потому что действительно мелодию написал Муслим Магомаев, он же ее впервые исполнил. А кто-то с ником ОВС ответил раньше всех, и мы с этим, конечно, поздравляем. Есть небольшое уточнение, конечно, что слова к песне написал поэт Геннадий Козловский. Но, в принципе, написал, по сути, Магомаев и исполнил ее. После эфира обязательно свяжемся, поздравляем всех победителей сегодняшнего утра, двигаемся далее и расскажем такую добрую историю. 42-летний старенький москвич, который вечно ломается, мог встать на пути к мечте бизнесмена и блогера из Самары Алексея Жирухина – покорить Арктику. За 10 дней мужчины проехали более 4000 километров из Твери до Нового Уренгоя и 1000 километров из которых преодолели по Зимнику. В феврале Алексей и его друзья Александр Еликов и Дмитрий Гостинщиков решили доказать, что путешествовать можно на любом транспорте и с любым бюджетом. Для этого 3 товарища купили 42-летний автомобиль, у которого сломалась печка еще по дороге до отправной точки. Перестала заводиться машина, пробовали подсосать топливо. Оказалось, что не работает, скорее всего, бензонасос. Сейчас пробуем все вот это разобрать. Молодые люди запаслись запчастями, валенками и шапками-ушанками и отправились в путь.
торжественно вручаем тебе головной убор. Да. Дело в том, что сзади очень сильно дует и очень холодно. У нас еще есть обувь. Тяни. Ломалось практически все, причем каждый день. И как раз, если бы не эти поломки, наверное, это путешествие было бы скучно. Просто сейчас современные машины настолько хорошие, да, что любое путешествие превращается в скучную поездку. То есть ты заправился, сел, на заправке там вышел, сходил в туалет и поехал. И спокойно доехал без каких-либо приключений. А у нас же это было основное действие, как раз выяснить, что же там сломалось, и починить это. За 10 дней мужчины проехали более 4000 километров, 1000 километров из которых пролегали по зимнику. Зеленый москвич застревал в снегу посреди дороги, отказываясь ехать по 40-градусному морозу, однако друзья достигли своей цели. Благодаря нашей деятельности, благодаря нашим путешествиям и фильмам все больше и больше людей начинают хотеть в Арктику, начинают интересоваться ей. И мы как раз своим путешествием показываем, что Арктика намного доступнее, чем они думают. Вот, например, из Якутии привез это бивень мамонта, вот это щекотки ус-кита, а вот это я привез железный гвоздь самой северной железной дороги в мире. При этом приключения старенького автомобиля на этом не заканчиваются. Путешественникам настолько понравилась поездка, что они планируют вернуться в Арктику летом, чтобы увидеть совсем другое Заполярье. Покажем летнюю Арктику и покажем, опять же, Арктику такой, какой ее никто не видел. Мы доберемся на этом москвиче до Северного Ледовитого океана, помочь им там ножки, а может быть и, не знаю, колесики москвича. Блогер также хочет снять фильм о 501-й стройке, заброшенной трансполярной магистрали, а также об устройстве нефтедобычи в России, проехав по знаковым местам российской арктической зоны на железном товарище «Зеленом москвиче». Очень интересное колоритное место, причем зимой там проблема то, что все заснежено и невозможно увидеть вот эту железную дорогу, невозможно увидеть под слоем снега вот эти все колоритные места. Летом это все открыто, мы это тоже покажем. И обратный маршрут, так как зимники упали, то мы совершим на пароме. Эта поездка в Арктику стала для путешественников самой запоминающейся, несмотря на то, что ранее неоднократно проходили этот же путь на японских внедорожниках. Они добавили, что самое главное в таком путешествии – это компания, которая должна вызывать только радость и приключения. Ну что, друзья, наш эфир подошел к концу. Увидимся завтра здесь же, на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Да, хорошего вам дня. И не забывайте, что завтра еще одно пригласительное на конкурс песен. И вот это да, мы разыграем.